Ну вот, наша вторая добытая птица. Рябчик. Откликнулся самец. Он безбашенный, с первого раза уже подлетел полпути. О! Вообще рядом уже. Видели, что творит? Здесь двое их. О, второй летит. Второй прилетел. Ошибку я сделала. При свистке. Видели? Кадре не вижу. А вон он. Вот он, заяц. Надеюсь, удалось заснять. Пока я видеокамерой возился, он перелетел вон возле той березы, на елку сел. Я там шлепнул, и он намертво упал. И второй он тут еще. Я, наверное, он уже сейчас точно не подлетит ко мне. Я сейчас пешком схожу к нему. Если увижу если глазами увижу, он сейчас не подойдет, бесполезно. Просто я буду подходить, если увижу, может удастся тоже подстрелить. Но где-то вот тут, метров 30 от меня. И это я снимать уже не буду. Неудобно и на ходу, и снимать там, пока без камеры. Обнаружена ошибка, контроль данных. Частенько эта фигня выходит, выскакивает. Начинаю снимать, болтаю, на экран не смотрю. А там, ребята, какая-то ошибка все время выходит. Ну, не все время, но бывает. Самый ответственный, это как вот момент придет, когда вот что-то тебе надо заснять. Или зверя, или еще какой момент. Но такая ошибка еще выходит сюда. Я здесь просмотрел, здесь все. Но или рябчик улетел, когда я стрелял там. Или же, как сказать, может затаился где-то, сидит, но не выскакивает, на елке может где-то. Всякое бывает, маленький сядет, иногда бывает, знаешь, что на этом дереве, но не найдешь его. Но оставляем на другой раз, в следующий раз придем, подстрелим. И вот, смотрите, опять смотрите, какая яма. Это лось здесь. Гон был, видимо, это в этом году, в августе, наверное, тут яму копали. Как они копают и чем копают? Копытами или еще? Я не знаю. Я не видел пока их на гону. Но лучше, наверное, и не видеть. Они тогда злые, активные. Так, где наша береза? Так.
Березу найти. И сейчас пойдем посмотрим, где-то рябчик должен быть. Так, главное, чтобы ориентир правильно взять. Так, береза. Вроде наша береза это. Если не путаю. Так, если не путаю я. Так. Так, дальше также придется искать, что ли. Где наша береза, вроде бы. Если это, дальше есть. Так, вижу, нашел. Угу. Вот видели, такая расцветка, что вот мало где можно увидеть. Так быстро можно потерять птицу. Ну вот, наша вторая забытая птица. Рябчик. Мечта любого охотника, между прочим. Я так думаю. За весь сезон, за зиму, за лето многие ждут осени, чтобы поохотиться на рябчиков. Ну все, добыли, сейчас в рюкзак спрячем и дальше пойдем. А второго оставим. Семена тоже надо оставлять. Если в другой раз здесь пройдем, еще посвистим. А если нет, так на следующий год оставим. Так что идем дальше. Будем дальше свистеть. Без свистка, без ничего. 3 штуки выскочили. Один здесь сейчас туда улетел. И одного я подстрелил сейчас. Также надо найти его. Примерно так. Ориентир взял. И еще 3 тоже не заметил вовремя, кто улетел. Ну, недалеко, метров 30, наверное, от меня. А вон он. Живой еще. Но это, как умирает птица, я показывать не буду. Все. Он наш. В общем, вот. Добытая птица. Подранок оказался. Угу. Ну все, добыли. Идем дальше. Еще не старая вырубка это. Не знаю, сколько лет ей. Ну, чуть-чуть только что начинает зарастать там береза, выходить. И это уже вырубка мне тоже давала. Дичь, глухарей там стрелял из этой вырубки. И в прошлом году тоже здесь дичь была. Ну, глухарей я имею в виду. Здесь немножко, наверное, буквально 200-300 метров, и туда идет вырубка. Ширина метров 300, наверное, 300, 400, 400 даже нет, 300, 200-300 метров. И до конца выруба я пойду, и уже буду спускаться к речке.
Бесполезно. Бесполезно это времени оказалось. Подлетели 2 штуки, 2 самца и самка еще вдали. Немножко вон удалось заснять. И в чащу подлетели они. Так-то, в принципе, метров 40, наверное, расстояние нормальное было. Но стрелять не стал. Через сучья там непробиваемые. Но я его видел. И вы, наверное, надеюсь, немножко тоже видели. Потом он взлетел, и здесь рядом 2 штуки вот тут сидят. Буду подходить сам к ним, потому что они не подойдут. Все, бесполезно. Я уже минут 5 тут свищу. За это время, если рябчик уже должен был подойти. Сейчас попробуем, может, так спонтанно получится что-то подстрелить или нет. 2 штуки тут их. Каждый год я здесь они каждый год держатся. И в этом году также. Ладно, пойду. Может, что-нибудь удастся подстрелить. Если нет, тогда. Самый интересный подход сейчас был у меня. Ну, я подходил, конечно, ребята. Минут 20 точно. Шаг за шагом. Потом увидел я его. Хвостом так она двигала. Подхожу уже вообще прям под деревом почти. Буквально передо мной еще 2 дерева. И такой комок сидит, не могу определиться, там рябчик или просто какой-то мусор. И уже в сторону прошел и смотрю, рябчик-то действительно. Я выстрел был, но перья упали, а сам улетел. И я не знаю. Ну, сейчас схожу, метров 100, наверное, пройду, так примерно. И я 100% уверен, что я это не найду. Он резко так как-то улетел. Ничего даже не успел подумать, куда попал. Или, наверное, чуть ниже выстрел получился, потому что эти длинные перья упали. Не знаю, вот место так прекрасно, здесь елки. Но за целый день, пока вот что я иду, первый раз такой момент захватывающий. Подход такой. И неудачный выстрел получился у меня. Нет, он улетел и далеко, наверное. Может так, цепануло чуть-чуть. От шока они дофига еще далеко улетают. Я это зря столько времени теряю. Потому что с точностью уверен я, что птица улетела, и думаю, далеко. Бесполезно. Даже ориентир толком не могу взять. Он высоко летел и мог еще спикировать, или как правильно, но это градус, угол поменять, когда падают. Ищи их. Ох, бесполезно. Нет. Все, оставляем. Это мышам и кунице. Я говорю, 3% надо сам лес. Не надо, а сам лес оставляет тебя. Так что, ну, интересно было.
Очень интересно, захватывающий так подход такой. Конечно, чуть-чуть перехитрил я его, но он не пуганный. Из-за этого птица, ну, как сказать, терпит, сидит. Нет, он улетел. Это стопудово. Ладно, пойдем, что потом. Остановился передохнуть. Это последнее место сухое. Ну, сейчас я имею в виду, что сейчас начнется такая задница, в которой черт ногу сломит. Где-то примерно 550 метров по навигатору я навел там, как бы навигацию поставил и буду идти напрямик в ту точку, куда мне надо. И я выйду на речку и вдоль речки буду уже идти к своей избушке. Чуть-чуть ветерок. Сейчас после того рябчика, которого я не нашел, где-то с километра, наверное, прошел и никого еще не видел. Здесь также следы оленей. Олени, наверное, проходили. Проходные они. Везде шастают. И буду идти уже по плохому месту, по сырому. 500 метров. И, наверное, включусь, наверное, только возле речки. Тут, в принципе, что снимать. Смотрите. Вот навигатор показывает 533 метра до речки. И сейчас уже компас будет точное направление показывать, куда нам надо идти. Вот в этом направлении будем идти. В общем, 524 и пошло-поехало. Все, мы пошли. Я спотел немного, перекурю. Вот так картина, ребята. Я что-то нашел. Хрень его знает, избушка или что тут. Ну, очень старая. Никогда еще я здесь не был, не видел. Маленькая такая. Первый раз вижу. Чья изба, интересно, тут. Или баня, может. Может, где-то изба в другом месте. Старая, очень старая. Понятия не имею, где я вообще нахожусь. Что-то я толком речку не могу найти. В общем, дойду до речки, поговорим. Что за изба, интересно, чья это? Плита. Ребят, я
у реки уже. Вот дошли до речки. Также говорю в полголоса. Здесь недалеко рябчик. Свистанул один раз, пока я сам не стал свистеть. Просто хочу я попить нормально чай. Не люблю шума. Из-за этого так тихо все делаю. Какая-то надежда была увидеть все-таки лося тут на эти 500 метров. Думал, хоть выскочит, там шум издаст, там быстро включить, там хоть шум заснять. Но нет. Нету их. Прямо подо мной здесь тропинка выдры. Не знаю, видно, нет. Вот она, родимая тропинка. Прямо идет к речке. Здесь поворот реки такой. Вон там тоже река. И вот здесь напрямиком идет. Если капкан отсюда, вот именно вот сюда куда-нибудь поставить, моментально сразу попадется. В горле пересохло все. Уже сколько времени, наверное, 11 часов уже. И 6 часов я выжил, 11 час уже. И нам еще половина пути идти. Думаю, до 4 часов нам еще придется идти. Возле реки вон какие завалы. Вообще непроходимо тут. И я неспешно так буду, тихонько буду подниматься. И может кого еще встретим, увидим. Еще этого рябчика еще приманить надо. Сейчас затихо. Ждет меня. Ладно, пью чай. Пересохло все. Надоело, ребята, мне свистеть. Я уже полным ходом набрал скорость, иду к избушке. Что-то возле речки вообще глухо. И я как понял, рябчики в основном в тайге пока. И пока листопад не закончится, наверное, они там и будут. Ягоды пока. Ягоды кушают. Ну, кормятся ягодами. А вот как сказать, выпадет листва листопада, вот тогда они перейдут на почки. И основная масса, наверное, пойдет к речке. Ну, возле речки там берез много. И частенько их можно увидеть там. А так, свищу уже много, но безрезультатно. Вообще тишина. Прям параллельно речке иду. И тут тоже у меня как бы уже путики, тропинки свои. Везде зачесы, везде уже все натоптано, тропа. И здесь я быстро дойду до избы. А там посмотрим завтра. В общем, завтра продолжать охоту или же на несколько дней, может, я съезжу домой. Потому что как сказать, подожду я немножко, чтобы похолодало чуть-чуть. Из-за тепла, ну, пока листва не выпала, рябчиков что-то мало, и рыба не ловится. Настроение что-то у меня чуть-чуть упало. И съезжу домой на несколько дней. А там с новыми силами будем еще ходить. Не все еще мы прошли. Но сейчас вот сколько дней мы уже ходим. И с таким результатом я лучше пережду несколько дней дома.
потому что сейчас толку нету ходить. И по всей тайге, скажем, тоже охотники ходят. Сегодня только был один выстрел. Один раз выстрелили выше меня. Так. И больше нифига. Нету пока выстрелов. Так что видно, что про глухарей я уже молчу. Вообще мизер. Две штуки, наверное, за сегодня 6-й день. Хотел 10 дней я здесь пробыть, но я решил, я лучше дома свои дела сделаю, пока пусть чуть-чуть прохладнее погода будет. Сейчас пока тепло. И один день, вчера, наверное, только заморозки были. Сегодня +3 опять было. Фу, я, конечно, скорость набрал. Ну, а что толку? Все, на тишина. В общем, я дойду до избы и, как всегда, за ужином еще, что я забыл, расскажу, какие моменты у меня были за сегодня. А так я сейчас буду шуровать, никуда не остановлюсь, ничего делать не буду. Без свистка, без ничего, я свисток спрячу, чтобы уже без толку не свистеть. Пока тишина, лес. Тайга отдыхает. Ладно, пошли мы.